Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудие Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад, 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.